Абхазия традиционно принимает участие в съездах ботанических садов стран СНГ, главные цели которых – поддержание координации деятельности ботанических садов дружественных стран, развитие научно-образовательного партнерства и, конечно, сохранение многолетних традиций совместных исследований. 7-й раз местом проведения съезда был выбран цветущий и солнечный Сухум, ведь в этом году Сухумский ботанический сад – один из старейших на Кавказе, отмечает 185-летие. На Черноморском побережье Кавказа республики именуют не иначе, как Абхазская ривьера, Кавказская Флорида. Это результат большой работы по преобразованию природы нашего края. Начали ее энтузиасты, ботаники, садоводы и любители, беспокойные и неутомимые люди, которые были настоящими охотниками за растениями. Абхазия и сегодня остается самобытным краем, в котором сохранились еще места первозданной, почти нетронутой рукой человека живописной природой. Сегодня мы отмечаем 185-летие со дня основания ботанический сад Сухум. Славен своей историей, коллекциями, гербарием. Здесь хранятся гербарные сборы первых экспедиций по Кавказу. В живой коллекции сада представлено около 5000 таксонов. За время своего существования сад провел огромную работу в области интродукции и акклиматизации экзотических растений. Благодаря деятельности нашего учреждения Абхазия послужила входными воротами интродукции абсолютного большинства культурных растений, пищевых, технических, лекарственных, древесных, декоративных, для Кавказа, юга России и других территорий. В очередном съезде Совета ботанических садов принимают участие делегации из множества субъектов России и ряда дружественных стран. В программе профильные лекции, пленарные выступления, конференции, экскурсии и многое другое. Началось первое открывающее заседание съезда с многочисленных поздравлений. Академик Анна, доктор биологических наук Сергей Бебия в недавнем времени отметил юбилей. За время работы съезда и юбилейной конференции вы ознакомитесь с уникальной коллекцией Сухумского ботанического сада и дендрологического парка. Как известно, в СССР было свыше 400 ботанических садов. И наш Сухумский ботанический сад, обладатель золотых и серебряных медалей на международных выставках в Германии, Словакии, в ДНХ, был в числе 10 лучших ботанических садов. И сегодня в мировом рейтинге наш ботанический сад на 81-м месте среди свыше 2000 ботанических садов. Уникальность природы Абхазии вам предстоит увидеть в Ритинском национальном парке и Абхазской лесной опытной станции в Ачатинском районе. Приветственное слово главы государства собравшимся зачитал первый вице-премьер Джансух Нанба. Основанный в 1840 году Сухумский ботанический сад является флагманом фундаментальных и прикладных исследований в регионе и внес значимый вклад в мировую ботаническую науку. Несмотря на непростые периоды, коллектив института сумел сохранить научные традиции и богатейшую коллекцию растений мировой флоры. Благодаря труду видных ученых, ботаников, фитоландшафт нашей страны обогатился экзотическими растениями. Практически все сельскохозяйственные культуры – чай, цитрусовый, табак и многие другие – вышли из стен ботанического сада и стали основой сельскохозяйственного производства и социально-экономического развития страны. Сегодня в условиях глобальных климатических изменений роль растительного мира в сохранении благоприятной экологической среды приобретает особую значимость. Важность ботанических исследований в этом направлении трудно переоценить. С приветственным словом также выступил юбиляр Сергей Бебия. Он особо подчеркнул главные цели съезда в этом году, в частности, сохранение горных лесов. Перед съездом, перед ботаниками мирового сообщества стоит очень серьезные проблемы. С моей точки зрения, один из таких проблем – это в связи с глобальным изменением выявление потенциальной возможности растительного мира нашей планеты к изменяющему окружающей среде. И второй аспект, считаю очень важным, актуальным не только для Абхазии, не только для России, но в планетарном масштабе –
это сохранение и рациональное использование именно горных лесов, являющихся хранителями благоприятных климатических условий, чистой питьевой воды для существования человека на планете. Далее с обширным докладом, посвященным деятельности Совета ботанических садов России, выступил доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН, председатель Совета ботанических садов России и стран СНГ Юрий Плутагарь. Задача, входящая в сферу деятельности ботанических садов, это создание географически распределенной инфраструктуры хранения. Безусловно, это очень важно. Создание национальной классификации растительности. Создание агро- и биоклиматических моделей распространения видов для определения оптимальных регионов. Формирование единого географически распределенного центра коллективного пользования растительным генофондом, что очень важно. Ну и создание новых лабораторий для работы. На наш взгляд, сейчас у нас в стране недостаточно полно используется потенциал ботанических садов. И ботанические сады могут дать значительно больше для развития страны в целом, экономики и так далее. Юрий Плутагарь в том числе отметил, что ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться ботаникам России, свойственны и нашей республике. Потому проведение подобных съездов представляется особенно целесообразным и важным. Ботанические сады требуют большей государственной поддержки, и мы просили правительства обратить на это внимание. Изношенность инфраструктуры, оранжереи, теплицы – это все то, что есть, но они требуют ремонта, требуют поддержки. Удивительное дело, если, скажем, где-то в Ливане, там мыши и другие коллекции, которые есть, все понимают, что животные надо кормить. А почему-то считается, что растение, оно вырастет само. Это совершенно неправильный подход, потому что растения – живые организмы, которые требуют нашего внимания, нашей любви и нашего подхода. Ну и отсутствие должной юридической защиты. Все с этим сталкиваются в различных регионах нашей страны. Так или иначе, ботанический сад – это, извините, ладный кусочек, который организован, прекрасно выглядит, и почему-то всегда возникает или может возникнуть такая вот тенденция использовать этот участок ботанического сада по-другому. Далее с отчетом о деятельности Совета ботанических садов стран СНГ выступила ученый-секретарь организации Светлана Потапова. А всем собравшимся показали документальный фильм об истории Сухумского ботанического сада. 7-й съезд Совета продлится в Сухуме до 10 октября. Рада Чачава, Сосрикова Гухава, Абаза ТВ.